О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии торжественно открыли юбилейный 50-й мост. Объект появился в Ленском районе. Расскажем подробности открытия. Мы вместе, волонтеры, начали сбор зимних вещей для военнослужащих. В чем нуждаются бойцы и куда можно принести теплые вещи. Деградация вечной мерзлоты остается одной из острых мировых проблем. Ученые активно ее изучают. В скором времени появится система мониторинга. Знания, которые пригодятся в жизни. Якутские школьники соревнуются в компетенции бережливое производство. В чем суть этого понятия? Необычный урок провели в одном из детских садов Нерюнгри. Волонтеры в игровой форме рассказали ребятишкам базовые правила безопасного поведения. Дополнительные меры по обеспечению межконфессионального и межэтнического согласия в регионе рассмотрены антитеррористической комиссией Якутии. Глава региона С. Николаев напомнил, что в связи с ситуацией на Ближнем Востоке президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Обсуждены вопросы защиты прав граждан, обеспечения общественной безопасности, гражданского мира и межнационального согласия, в том числе с учетом внешних угроз. Глава поставила ряд задач по усилению взаимодействия и координации совместных усилий региональных и муниципальных органов власти с органами правопорядка. В Якутии торжественно открыли юбилейный 50-й мост. В Ленском районе завершили строительство и реконструкцию мостового перехода через реку Нюя на дороге Мухтуя. Его протяженность более 180 метров. Подробности у нашего корреспондента. Сегодня в селе Северная Нюя был открыт новый мостовой переход. Старый мост 60-х годов постройки был признан аварийным в 2021 году. В этом же году началось строительство нового объекта. Сегодня все работы закончены. Его протяженность составляет 183 метра, грузоподъемность 80 тонн. На строительство затрачено почти 1,5 миллиарда рублей. Торжественное открытие началось в полдень. На новом мостовом переходе собрались жители Наслега, главы района и города, подрядчики. Также мероприятие посетил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Анатолий Потапов. В своем выступлении представитель правительства отметил, что это важное событие не только для района, но и для всей Западной Якутии. Как мы знаем, Ленский район богат месторождениями газа, нефти, конденсата и строительными материалами. Отсюда заводятся все материалы с речпорта в сторону Удачного, Мирного, в сторону Анабара, в сторону Цунтарского района. Поэтому это будет одним из стратегических мостовых переходов. Генеральным подрядчиком строительства мостового перехода выступило предприятие «Ходьковский автомост». Команда высокопрофессиональных специалистов выполнила свою работу в срок, а главное – качественно, что было проверено стройконтролем. Качество очень хорошее. Работ, которые производили у нас иркутская компания СТК Групп на стройконтроле были. Они здесь жили и днем, и ночью. Контроль – это наши глаза и уши нашего управления. Они все видели абсолютно, все лабораторные испытания, все, бетон, асфальт, все от и до выдержало, уплотнение грунтов. Поэтому этот объект, он соответствует всем нормативам. Мост длиной 3 пролета по 60 метров. Общая протяженность с подходами 1 километр 700 метров. Двухпутный. Теперь жители Ленского района и перевозчики могут беспрепятственно, а главное безопасно передвигаться по новому мостовому переходу. Мы, жители Мурбайского, Артанахарского наслега, стали очевидцами этого поистине грандиозного строительства от первой сваи до его завершения. И вот сегодня мы являемся участниками открытия этого объекта, который послужит нам не один десяток лет для развития Ленского района, для развития нашей необъятной республики. Исполняющий обязанности главы района Александр Черепанов, так же, как и все выступившие, отметил значимость события. Мост не только связывает два наши населенные пункта с районным центром, но и является важным объектом для дорожников и предприятий, осуществляющих перевозку грузов. Сегодня видим, какое интенсивное движение у нас идет по автодороге Мухтуя. Интенсивность увеличилась в разы.
Кроме этого, Нюйский мост как стратегический вариант связывает остальные улусы Западной Якутии. В целом по республике Саха-Якутия идет и будет увеличиваться у нас кооперация пассажиропотока, увеличение будет и грузооборота. После торжественной церемонии перерезания красной ленты состоялась видеосвязь с главой республики Айсеном Николаевым, который дал старт началу автомобильного движения по мосту. Колонна из нескольких специализированных машин, украшенная шарами, на медленной скорости празднично преодолела новый мостовой переход. Движение по новому мосту открыто с сегодняшнего дня. Старый аварийный мостовой переход закрыт. Снос его будет произведен только в следующем году. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Деградация вечной мерзлоты остается одной из острых мировых проблем. Ученые активно ее изучают, отслеживают все происходящие изменения, чтобы на основе собранной информации разработать стратегии по сохранению вечной мерзлоты и улучшению условий жизни на территории Арктики. Подробности в сюжете Марины Захаровой. 2 ноября 2023 года премьер-министр Российской Федерации подписал постановление о создании и функционировании в стране системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Она позволит получить более подробное представление о ее нынешнем состоянии. Создать данную систему поручил президент Российской Федерации на пленарном заседании Восточного экономического форума в 2021 году. Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика, о которой мы сейчас только недавно вспоминали. Нам важно понимать, прогнозировать идущие здесь процессы. А для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы. В этой связи прошу ускорить создание национальной системы мониторинга со состоянием многолетней мерзлоты. Завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года. В Якутии в скором будущем будет принят закон об охране вечной мерзлоты. Инициатором и автором выступил якутский эколог, строитель и большой патриот своей родины Эдуард Романов. Закон нацелен на создание благоприятной окружающей среды и возможности для граждан получать достоверную информацию о ее состоянии, а также помочь науке и дальше развиваться в данном направлении. И институт мерзлотоведения мы работали по технологии и по методике, как изучать вот эту деградацию вечной мерзлоты. И, конечно же, законодательная база, она должна была опираться вот на эту научно-методологическую работу. Но это в этом законодательстве, вот это в законе Республики Саха-Якутия, это все предусмотрено. По данным ученых, из-за повышения мировой температуры почти на 4 градуса за последние 70 лет мерзлота подтаяла, что привело к проседанию Земли на 2 метра 50 сантиметров. На сегодняшний день средняя температура вечной мерзлоты составляет минус 3 градуса. В целом, как показывают исследования, это не самый критичный показатель за всю историю. Порядка 5,5 тысяч лет назад температура составляла плюс 2,5 градуса. Марина Захарова, Дилустан Иннокентьев, Якутск. В Якутии продолжается оказание адресной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. На 1 ноября оказано более 80 тысяч видов различной помощи военнослужащим и их семьям в виде бытовых услуг, льгот и денежных выплат. Кроме этого, помогают в трудоустройстве. 52 семьи получили материальную помощь на газификацию своего жилого дома. 195 членов семьи получили материальную помощь для выезда к месту лечения раненого военнослужащего. 365 участников специальной военной операции и 610 членов семьи прошли реабилитацию в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания нашей республики. 150 родителей получили возможность пройти санаторно-курортное лечение. Республиканский штаб «Мы вместе» работает по 3 направлениям. Первое – сбор гуманитарной помощи. Второе – помощь семьям мобилизованных в заявочной форме. И третье – психологическая помощь. Также волонтеры начали сбор зимних вещей для участников специальной военной операции. Принимают в первую очередь теплые ботинки, одежду, носки. Продолжит тему Даяна Федорова. Штаб «Мы вместе» на постоянной основе помогает военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно трудится порядка 20 волонтеров. Они плетут маскировочные сети, создают обереги, окопные свечи и комплектуют гуманитарную помощь. Перед началом зимнего сезона волонтеры приняли решение собрать теплые вещи для бойцов СВО.
У нас на сегодняшний день штабы мы вместе работают во всех муниципальных образованиях нашей республики. Также в рамках движения «Якутия с тобой» ежедневно здесь в городе Якутске на улице Орджоникидзе 10 работает пункт сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может оказать свою посильную помощь. И сейчас как раз-таки вот в период зимнего времени мы объявили акцию «Теплая зима», где мы принимаем теплые вещи для военнослужащих, которые сейчас находятся на зоне спецоперации. Помимо теплых вещей принимают ботинки, носки, а также средства личной гигиены. Медицинские изделия – это жгуты и бинты. В штабе работает добровольческий швейный цех, который шьет плащ-палатки, флисовые костюмы, теплые портянки и многое другое. Волонтерскую помощь оказывают и студенты из различных учебных заведений города. Мы приходим и помогаем. Мы сейчас делаем обереги для участников спецоперации, которые оберегают их от невзгод, защищают и напоминают о родине. Именно запах можжевельника уже напоминает им о родине и дает им силы. Волонтеры оказывают и психологическую поддержку, а также помощь по хозяйству семьям бойцов СВО. В рамках этого волонтерами отработано около 5200 обращений. Заявки принимаются по номеру 122, кнопка 6, будние дни с 9 до 6. Сбор теплых вещей продолжится до конца декабря. Чтобы оказать помощь, можно обратиться в штаб «Мы вместе» по адресу Орджоникидзе, 10. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В военном учебном центре при Северо-Восточном федеральном университете завершился курс повышения квалификации по основам начальной военной подготовки для учителей ОБЖ и физкультуры школ республики. В течение 2 дней в очном формате слушатели посетили практические занятия. Также в ВУЗ СВФО проходит военная подготовка студентов Федерального университета, которые обучаются по программам подготовки сержантов и солдат запаса. В настоящее время идет отбор из числа студентов бакалавриата и специалитета для поступления на обучение по программе солдат запаса. Двухдневные курсы 16 часов, полностью очное обучение, где мы показывали практические занятия по правильному проведению занятий по огневой подготовке, по тактической подготовке, по инженерной подготовке, по строевой подготовке, а также проведению занятий по общевоинским уставам. Кроме этого, мы вот сейчас конкретно идут занятия по тактической медицине, где показываем новые совершенно приемы оказания помощи и самопомощи военнослужащих на поле боя. В основном практические были занятия, хорошие, ознакомительные. И вот современным, как сказать, методом, вот СВО, бывшие преподаватели, которые были СВО. Благотворительный концерт организовал Горный Улус в культурном центре «Сергелякские огни». Мероприятие посвятили бойцам спецоперации и их родным. Таким образом, жители горного района помогают военнослужащим и их семьям не только материально. Всего в специальной военной операции участвуют более 110 уроженцев Улуса. И якутяне желают, чтобы наши бойцы скорее вернулись домой живыми и здоровыми. Мы, жители, земляки из горного района, планируем в конце года направиться в командировку, встретиться с нашими земляками, поддержать их боевой дух. Желаю, чтобы все они вернулись домой здоровыми и живыми, с победой. Считаю, что все должны помочь нашим землякам. Идем далее. В честь 105-летия героя соцтруда, первого летчика из народа Саха Валерия Ильича Кузьмина провели памятные мероприятия для его близких, друзей, коллег и знакомых. Памятнику возложили цветы, произнесли слова благодарности. На мероприятии присутствовали дочери Кузьмина, которые почтили его память. Также в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина прошло торжественное собрание, где награждены отличники авиации, а также презентована книга Михаила Васильева «Корифей авиационных перевозок».
У него были какие-то подвиги, открытия, свершения для жителей авиагородка, для республики. Мы узнали потом, когда он ушел, когда начали печатать книги, издавать какие-то издания. Мы только тогда поняли, что с нами наш родной отец – герой республики. Поэтому, вот на протяжении 40 лет, его нет 40 лет. Его чествуют, помнят, называют его именем корабли и пароходы. Знаете, гордость распирает. Производственные предприятия Алданского района испытывают кадровый голод. Из ситуации ищут выход разными способами. Например, в золотодобывающей компании «Полюс Алдан» успешно действует проект подготовки водителей для работы на большегрузной горной технике «Драйвер». Перспективный опыт подготовки кадров изучил Руслан Павлов. Александр Бородин впервые за рулем БелАЗа. Рядом опытный инструктор, но волнение все равно присутствует из-за габаритов большегрузного автосамосвала. Эмоции зашкаливают. Машина большая. Вроде со стороны смотришь, ничего сложного. Вот когда садишься за руль, уже понимаешь все нюансы, все опасности, которые тебя могут настигнуть за такой машиной. Сегодня мы вышли заниматься с ними первый день. За полдня ребята себя показали очень даже хорошо, учитывая то, что ребята не имеют опыта работы на больших грузах, то есть на БелАЗах. Водителей для управления горной техникой в золотодобывающей компании «Полюс Алдан» готовят сами. Специальная корпоративная обучающая программа «Драйвер» широко распространена в бизнес-единицах «Полюса» и внедрена в Куранахе. Рынок труда достаточно просел, поэтому мы пошли путем подготовки кадров своими силами для себя. Чтобы сесть за руль большегрузного автомобиля, необходимо сначала посидеть за партой и изучить все тонкости управления и устройства горной спецтехники. Делают это с удовольствием как молодые ребята, так и взрослые мужчины. Не просто, знаете, выдать документы, тебе чему-то обучить и сказать, друг, поймешь все по практике. Да, молодцы, все подробно, все тебе разжую, смотри, туда не лезь, сюда не лезь, вот так лучше сделать, чтобы вам было лучше, чтобы здоровье сохранить, чтобы, куда голова не лезет, лучше не лезть. Если что, там можно позвонить. Устал, отдыхать, позвони, можешь отдохнуть. Все-таки как-то есть забота, видать, все-таки кадры нужны. А если нужны кадры, будут делать все, чтобы мы закрепились здесь. Все курсанты понимают значимость данной профподготовки. Они не только получают новые навыки и профессию, но и учатся за счет предприятия. Поэтому все стремятся показать высокие результаты как в теории, так и на практике. Честно скажу, ребята такие, что они все прошли. И отлично прошли. То есть замотивированы все? Да, у них есть потенциал такой, что они даже некоторые первый раз садятся за руль. Были такие, что смотрят, ой, большая машина, боюсь. Залезь, посмотрел. И вот сейчас парень тоже сел, ему понравилось, он даже в восторге с нее вышел. Сдав на отлично все экзамены, первая группа стажеров уже получила допуски и приступила к работе в карьерах. Следующие уже на подходе и пополнят ряды водителей большегрузной и горной техники в золотодобывающей компании «Полюс Алдан». Руслан Павлов, Александр Лукин, Нижний Куранах, Алданский район. Повысить эффективность работы путем устранения потерь. Такая задача стояла сегодня перед учащимися 9 класса. Ученики школ Якутска приняли участие в чемпионате «Бережное производство». Эта компетенция впервые проводится среди юниоров Якутии. Как отмечают эксперты, навыки бережливого производства в будущем пригодятся ребятам абсолютно в любых отраслях. Подробнее расскажет Порфирина Алексеева. Под бережным производством подразумеваются методы ведения хозяйственной деятельности, направленные на оптимизацию всех процессов. Это уменьшение затрат и объемов отходов, использование инновационных методов и сокращение времени создания конечного продукта. Таким продуктом у ребят является топливный насос. Их задача – найти метод максимально сократить время его сборки. Условно ребята работают на заводе. Их смена длится 5 часов. И чем больше насосов будет собрано, тем лучше результат. На каждом этапе они должны проводить замеры, хронометраж, и отслеживать каждую операцию сборки топливного насоса и находить, какие временные потери при производстве какой операции, на каких деталях больше всего времени затрачивается. Затем они проводят 5 замеров, и потом они уже принимают свои решения.
как убыстрить сборку топливного насоса. Процесс монтажа насоса осуществляют операторы. Учащиеся же после проведения подробного анализа дают точные указания сборки. При этом ведут подсчет потраченного на монтаж времени. Примечательно, что для выполнения задания участник не обязательно должен действовать по инструкции. Он может применять творческий подход, придумать свои пути решения, задействуя логику, импровизацию и инженерные навыки. Бережливое производство можно внедрять везде, даже дома. Так как я учащийся, у меня много учебников. Можно их распределить в порядке, в алфавитном порядке, чтобы сократить время поиска какого-то учебника. Отдельно учебники или отдельно тетрадки. Также с лекарствами тоже их распределить по алфавитному порядку. То есть его можно внедрять везде, чтобы сохранить свое время. Что если какой-то бизнес у меня будет, то внедрю обязательно. Потому что бережливое производство хорошо увеличивает прибыль и уменьшает затраты. Конкурс проводится на базе автодорожного техникума в рамках муниципального отборочного этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Ежегодно число компетенций для школьников растет, все направления являются востребованными на рынке труда, а навыки, приобретенные в практическом формате конкурса, дают реальное представление о рабочих профессиях. Бережливое производство, кондитерское дело, электромонтаж и туроператорская деятельность. В первую очередь это профориентационная работа, которая повлияет на выбор будущей профессии наших учащихся. Ну и новые навыки, новые знакомства, новые умения. Чемпионат направлен на достижение профессионализма и производительности труда на рабочих местах. Образовательные учреждения Якутска являются одними из самых активных участников движения «Профессионалы», которые способствуют развитию и подготовке высококвалифицированных кадров. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Необычный урок провели в одном из детских садов города Нерюнгри. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в игровой форме рассказали ребятишкам базовые правила безопасного поведения. Подробности в материале Ивана Лазаренко. Опасность – это когда нам что-то угрожает, да? Собака где-то там гавкает, хулиганы какие-то стоят, яма большая. Или дом какой-то разваливается, там, или дерево падает. Они представляют для нас опасность. В детском саду «Красная шапочка» города Нерюнгри прошло занятие для детей подготовительной группы. Юным нерюнгринцам рассказали, что безопасность в городе сводится не только к соблюдению правил дорожного движения, обращению с огнем, поведению на воде и на льду, а также о том, что взаимодействие с людьми также может представлять угрозу. Зачастую у нас случается такая ситуация, что что-то случилось, а дети просто уже комплексуют, они боятся. Допустим, они ударился, там ногу подвернулся, и он не знает, к кому обратиться. Но есть же категория безопасных незнакомцев. И это мы сейчас вот им и пытаемся рассказать. Если ты заблудился, к кому можно обратиться? Это не только полицейские в форме, которые ходят, но и также продавцы, либо фармацевты в аптеках. То есть люди, которые находятся на рабочем месте, в данный момент сейчас это людное место. Также мы рассказываем о том, какие это места бывают у нас опасные, представляют опасность, а какие места они представляют безопасность. Вопросы развития навыков безопасного поведения в окружающей среде у детей и подростков стоят во главе угла проведения воспитательной работы любого образовательного учреждения и никогда не теряют своей актуальности. На самом деле детский сад в этом плане недооценен, потому что мы очень много закладываем и в безопасность детей, и в их будущее. И очень часто случаи, когда дети маленькие же наивные, и очень часто могут попасться на уловки недобросовестных взрослых, которые могут иметь преступный умысел. Поэтому для того, чтобы воспитанники наши в дальнейшем, в будущем и сейчас были полностью обезопасены и выросли здоровыми, сильными, смелыми, они должны знать такие правила. Подобные уроки с использованием принципов игровых технологий и учебных пособий «Безопасный мир» и «Безопасный интернет» пройдут и для более старших ребят в школах города. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Общественную премию «Алампа» вручили в Республиканском медиацентре. Инициатором награждения выступил олимпиадист Иванович Сафронов «Алампа», указав свое предложение в завещании. Первое награждение прошло в 2018 году и было призвано отметить выдающихся деятелей культуры по 10 номинациям, среди которых литературное слово, лучший артист и композитор. Лауреаты отмечаются серебряным значком с удостоверением, благодарственным письмом, а также эксклюзивной статуэткой.
Мы очень рады, да, что мы как-то вот исполняем его завещание и ежегодно присуждаем эту премию самым, ну, можно сказать, выдающимся деятелям нашей якутской культуры, печати, художественного слова. И каждый год у нас номинанты, конечно, не представляют сами творческие союзы, например, союз мелодистов, союз композиторов, союз писателей. И вот когда у нас собирается совет, то у нас обычно несколько кандидатур, то мы выбираем. Но иногда мы, конечно, соглашаемся, когда вот союзы, они сами у себя там совещаются и выдвигают кандидатуру. Ансамбль народного танца «Сандар» Якутской городской гимназии стал обладателем гран-при международного фестиваля «Русский Харбин» в Китайской Народной Республике. Детский ансамбль выступил с 2 танцевальными номерами, где показана культура, жизнь и быт коренных жителей Якутии. Победа в крупном фестивале является первым большим достижением юных танцоров за пределами страны. Напомним, фестиваль традиционно проводят с 2005 года для демонстрации и сохранения русско-китайского культурного наследия. Наши гимназисты, наш ансамбль всегда участвует на общегородских конкурсах, республиканских, международных. И вот, как результат, мы видим полное гран-при, победу в конкурсе в Харбине. При помощи поддержки своих родителей зашили костюмы, очень хорошо проучаствовали и заняли гран-при. Этим мы очень гордимся от имени лица всех наших гимназистов и учителей и администрации. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.